Машина. 300. И вот есть несколько трупов людей убитых, да, или убитые людьми, которые вышли отсюда. Но так как преступление было совершено не на территории данного заведения, оно получается, ну, юридически, да, не связано, процессуально, да, оно не связано с этим. Хотя это жертвы были либо посетители данного заведения, либо сами вот, преступники, ну, убийцы, да, были вот после этого заведения, они совершили эти злодеяния. Но они, получается, прямо не связаны с этим заведением, потому что это произошло не в данном месте. Александр, что происходит? Расскажите, пожалуйста. В данное время тут происходит массовое пикетирование, да, в знак протеста, получается, того, что происходит в данном клубе, как мы так называем, «Бодливая коза», сейчас называется «Калибри», руководитель зовут некая госпожа Шамаева, да, ну, то есть тут всем известный такой беспорядок происходит, постоянно массовые драки, убийства, получается, людей калечат, да, и это уже происходит в течение порядка 5 лет, да. В 2016 году мы уже обращались, соответственно, то есть и в полицию, и в управу, получается, да, проводили даже митинг, да, площади Орджоникидзе. Резолюция была направлена в прокуратуру, прокуратура никаких действий не предприняла, она просто отписала это УВД наша местная, да, полиция. Ну, как бы, все, что тут происходит, как бы все это люди видят, соответственно, да. Сейчас у нас опять в преддверии выборов, скажем так, мы хотим напомнить депутатам, соответственно, городским властям о том, что надо что-то делать с этим отстойником. Я буквально недавно опять обращался в прокуратуру, в Пожнадзор, в Роспотребнадзор, да, по проверкам данного клуба, да. Соответственно, ответ только получил получается, от Роспотребнадзора и городской прокуратуры. Полиция опять также никаких мер не принимает. И Пожнадзор тоже. То есть они не хотят не проверять, соответственно, данное заведение. Я не знаю, может, у них какая-то лохматая рука. Ну, как бы, мы хотим, чтобы вот это, получается, злачное место, да, это язва на лице города, скажем так, да, была излечена, скажем так. Вот таким образом. Поэтому люди собрались. Жильцы данных домов, активисты городские, естественно, ну, все неравнодушные горожане. Потому что так жить нельзя. Я живу вот здесь, на Федора Попова, 23. И, конечно, окна у нас выходят и во двор, и сюда, и со двора, и с улицы. Особенно, когда пятница, суббота вечер, у нас начинается веселье. Очень страшно кого-то бьют, очень страшно кричат. Здесь по дороге бегают, машины сигналят, потому что пьяные на дорогу здесь выходят и бегают, друг друга пинают. И, конечно, это все очень громко и очень слышно, особенно летом, когда окошки открыты были. Вот. А так практически каждый день кто-то на повышенных голосах все время кричит, разговаривает. А что вкратце? В прошлом году он избили около Кутэнерго. Ну, да. Давайте говорят, тогда это выжил. вы сейчас тоже Думали, убили. Алексей. Ну, вы тут рядышком же живете, да? Ну, вот дома живем. В сквере они сидят, там виски у них. В гаражах даже Конечно, это опасно. сейчас делают это разливное пиво. Для прохожих. И называют Они утром драку устраивают. Люди идут на работу, и Кутэнерго, и боятся по этой стороне, идут потом. Потому что надо против выступать. Я подал заявление как житель рабочего городка. Вот это заведение, ну, которое сейчас вот написано «Приют Бодливой козы», оно вот сейчас юридически называется «Калибри», оно является источником повышенной опасности для нашего региона, для нашего района. Ежедневно тут происходят драки. Насколько я знаю, по статистике, ежедневно тут буквально по 2-3 вызова полиции. Но вы сами знаете, что в интернете гуляет очень много видео, да, как избивают людей. Мы специально эти видео начали собирать, потом поняли, что эта затея бессмысленна, потому что этих видосов генерируется больше, чем мы успеваем их собирать. И мы объявили о пикете, юридически это называется пикет.
И мы сейчас вот видим, что люди подтягиваются с плакатами, даже кто-то с детьми, потому что проблема очень острая для всего района. Я сам обошел больше 500 людей, и первая проблема района — это даже не лужи, не отсутствие газа, а то, что бодливая коза является источником пьяных людей по утрам. Конечно, алкогольных заведений в городе очень много, но проблема именно этого заведения, что они работают до 7, до 8 утра. Я надеюсь, это не будет рекламой. И условно, все люди, скажем, по сильным алкогольным опьянениям съезжаются сюда. И очень много у нас есть жалоб людей, допустим, даже вот работников Якутскэнерго, они проходят по этому месту на свою работу примерно в 8 часов утра. В это время выходят пьяные люди отсюда и на них нападают. Очень много жалоб на это. И люди даже пытаются, даже есть случаи, что люди иногда, когда им сообщают их коллеги, что там драка идет на улице, им приходится ехать на такси. Даже поступают жалобы от жителей, которые живут в районе авиагруппы. Понимаете, да? Это вообще отсюда в 2 километрах. А как на них влияет бодливая коза? Оказывается, родители везут детей в детсад в автобусе утром, да? Скажем, где-то в 7:30. И в это же время опять выходит пьяная толпа из этого здания и начинает развивать скандал в автобусах. Что мы хотим добиться этой акцией? Мы хотим привлечь внимание общественности, властей и других активных жителей, ну, в том числе и нашего района, что мы должны стремиться к тому, что мы должны закрывать социально вредный бизнес. В данном случае это социально вредный бизнес. Мы не имеем против каких-то ресторанов, кафешек, да, которые являются очагами все-таки какой-никакой культуры, общения нормального, да. А вот данное заведение является источником зла. Вот мы все так считаем. Сегодня мы уже собрали за пару часов больше 252 подписи, мне сказали, час назад уже было, в поддержку того, что это заведение надо закрыть. Мы примем все силы, которые мы знаем, все юридические, законодательные возможности, чтобы это заведение тут больше не существовало. Чтобы тут вообще не было никакого алкогольного заведения. Тогда весь наш район сможет нормально вздохнуть, нормально проснуться, утром отвезти нормально детей в детсад и пойти на работу. Спасибо.